Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке математики. Тема урока – устное вычисление вида 300 плюс 200, 120 минус 50. Телеурок. Сегодня на уроке научитесь новым устным приемам вычислений круглых, трехзначных и двузначных чисел. Повторите нумерацию чисел в пределах тысячи. Будете совершенствовать навык решения задач. Девиз урока: не для школы, а для жизни мы учимся. Так однажды сказал один мудрец. Начнем наш урок с разминки. Выполните устно вычисление и запишите только результат. Запиши число, состоящее из 8 десятков. 80. Запиши число, предшествующее числу 49. 48. Насколько 4 десятка больше 4 единиц? На 36. Во сколько раз 4 десятка больше 4 единиц? В 10 раз. Найди произведение чисел 5 и 4. 20. Найди частное чисел 12 и 4. 3. Произведение чисел 6 и 4 уменьшить в 3 раза. 8. Сколько центнеров в 3 тоннах 8 центнерах? 38 центнеров. Найди периметр равностороннего треугольника со стороной 9 мм. 27 мм. Папа купил 7 килограмм свеклы и заплатил за нее 35 сом. Сколько стоил килограмм свеклы? 5 сом. Дайте характеристику числу 136. Число 136 стоит на 136 месте в ряду чисел. Предыдущее число 135, последующее 137. Число 136 можно представить в виде суммы разрядных слагаемых 100 плюс 30 плюс 6. Число 136 трехзначное, записывается 3 цифрами 1, 3, 6. Цифра 6 обозначает число единиц, цифра 3 – число десятков, цифра 1 – число сотен. Используя цифры 1, 3, 6, запишите все возможные трехзначные числа. Проверьте, у вас получились такие же цифры? Запишите число, в котором сверьте свои ответы с ответами на экране. Представьте в виде суммы разрядных слагаемых числа 630, 189, 409, 752. Что значит разложить на разрядные слагаемые? Это значит определить, сколько в числе единиц каждого разряда. Проверьте. Я думаю, что вы легко справились с этим заданием. Молодцы! Сейчас я буду давать вам полезную информацию, а ваша задача – слушать внимательно и записывать только числа, которые услышите. А знаете, что сосна живет 400 лет? Шиповник, брусника, груша, вишня могут дожить до 300 лет. Ученые посчитали, что обычный комар делает в секунду 600 взмахов крыльями, а муха 200. У акул прекрасное зрение и обоняние. Плавающего человека она замечает за 100 метров. А знаете ли вы, что крупная лошадь весит почти 700 килограмм? Интересна ли вам была информация? Проверьте, такие числа вы записали. На следующей строке под каждым числом запишите, сколько в нем всего десятков. Проверьте, вы без ошибок справились с этим заданием. А на третьей строке сколько всего сотен? Проверьте. Если у вас все верно,
Вы хорошо слушали объяснения на прошлых уроках. Молодцы. Распределите выражения на две группы. Посмотрите, такие два столбика у вас получились. Какой прием вычисления вы примените для выражения первого столбика? Хорошо. В первом примере к десяткам прибавим десятки, получим результат 441. Во втором из единиц вычтем единицы, получим результат 500. В третьем примере из сотен вычтем сотни, получим результат 7. Молодцы. А знаком ли вам прием вычисления для выражения второго столбика? Нет. Сегодня вы познакомитесь с новыми приемами вычисления. Во втором столбике нам предстоит выполнить действия с круглыми числами. При сложении и вычитании чисел, запись которых заканчивается нулями, всегда можно их заменить действиями сотнями или десятками. Рассмотрим первый пример. 300 плюс 200. Так как 3 сотни плюс 2 сотни равно 5 сотен или 500. Рассмотрим второй пример. 70 плюс 80. Так как это 7 десятков плюс 8 десятков равно 15 десятков или 150. Рассмотрим третий пример. 120 минус 50. Так как это 12 десятков минус 5 десятков равно 7 десятков или 70. Составим алгоритм решения выражений, оканчивающихся нулями. Первое. Если это трехзначные числа, оканчивающиеся нулями, то выражаем их в сотнях и складываем и вычитаем как единицы. Второе. Если это трехзначное число и двузначное, то выражаем их в десятках и складываем и вычитаем как единицы. Закрепим изученную тему, решая примеры с объяснением. 700 минус 400, так как это 7 сотен минус 4 сотни, равно 3 сотни или 300. 50 плюс 80, так как это 5 десятков плюс 8 десятков, равно 13 десятков или 130. 90 плюс 50, так как это 9 десятков плюс 5 десятков, равно 14 десятков или 140. Остальные три примера решите самостоятельно, комментируя себе по образцу. Прочитайте условия задачи. В питомнике дети вырастили 120 сосен и 50 елочек. Весной 40 саженцев пересадили в парк. Выбери правильное решение каждому вопросу. Первый вопрос. Насколько сосен вырастили больше, чем елочек? Второй. Сколько саженцев осталось после того, как дети пересадили 40 саженцев сосен в парк? Третий вопрос. Сколько всего саженцев хвойных деревьев вырастили дети? Четвертый. Сколько саженцев осталось после того, как дети пересадили 40 саженцев елочек в парк? Проверьте правильность своих суждений. Первому вопросу соответствует выражение 120 минус 50 равно 70. Второму вопросу соответствует выражение разность чисел 120 минус 40 плюс 50 равно 130. Третьему вопросу соответствует выражение 120 плюс 50 равно 170. Четвертому вопросу соответствует выражение 120 плюс разность чисел 50 и 40 равно 130. Ученики одной из школ сегодня тоже познакомились с новой темой и решали такие же примеры. Посмотрите внимательно, все ли примеры они решили верно. Вы внимательно проверили примеры? Давайте посмотрим, все ли ошибки вы нашли. Телеурок. В горах Прииссык-Кулья обитает красивая птица, большой пестрый дятел.
населяет самые разнообразные лесные ландшафты. Нередко селится в пределах населенных пунктов, в старых садах, парках. Дятел играет важную роль в экологии леса, оставляя выдолбленные им дупла для других гнездящихся мелких птиц, таких как синица или мухоловка. Кроме того, он в большом количестве поедает лесных вредителей – тлю, гусениц, бабочек и питающихся древесиной насекомых. Прочитайте условия задачи. Один дятел за день съел 480 личинок жуков, а второй на 70 личинок меньше. Сколько всего личинок жуков съели оба дятла за один день? О ком говорится в задаче? О дятлах. Сколько их было? 2. Что делали дятлы? Ели личинок. Сколько личинок съел первый дятел? 480. Сколько личинок съел второй дятел? Неизвестно. Но что об этом говорится? На 70 личинок меньше. Что значит на 70 личинок меньше? Это столько же, но без 70. Что требуется узнать в задаче? Сколько всего личинок жуков съели оба дятла за один день? Запишите краткую запись. Можно ли сразу ответить на главный вопрос задачи? Нет. Почему? Надо узнать, сколько съел второй дятел. А можем ли мы узнать, сколько личинок съел второй дятел? Каким действием? Вычитанием. 480 минус 70 равно 410 личинок съел второй дятел. Узнав, сколько личинок съел второй дятел, сможем ли узнать общее число личинок? Конечно. Каким действием? Сложением. 480 плюс 410 равно 890 личинок съели оба дятла. Ответ. 890 личинок съели оба дятла. Подведем итог урока. Ребята, что нового узнали сегодня на уроке? Подумайте, научились ли вы сегодня выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел, оканчивающихся нулями? Запишите решение задачи, заменяя числа, оканчивающиеся нулями, действиями с десятками. А я прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч.